Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Укшара. Сегодня в программе. – 16 января состоялось заседание Центральной избирательной комиссии. Капитальный ремонт кровли Сухумского вокзала завершен, затрачено 39 миллионов рублей. Будет ли этой зимой снег и какая погода ожидается в Абхазии в ближайшие дни? Актуальный репортаж программы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Хурхмала Адгура Вадимовича кандидатом в президенты. Решение принято 16 января на заседании ЦИКа. Также на заседании было принято единогласное решение об открытии избирательного участка в Турции в городе Сакария, Адапазары. Кроме того, по представлению руководителей дипломатических представительств, решением Центра избиркома утверждены составы участковых избирательных комиссий, образованных в Российской Федерации, в Москве и в Черкесске, а также Турции. В связи с предстоящими президентскими выборами Союз журналистов Абхазии призывает редакции СМИ и журналистов в своей работе руководствоваться действующим избирательным законодательством и законом о СМИ, соблюдать нормы профессиональной этики и создавать всем кандидатам в президенты равные информационные возможности. Все материалы, посвященные выборной тематике, должны быть объективными, беспристрастными, информативными и взвешенными по отношению ко всем кандидатам. Союз журналистов призывает не распространять информацию, заведомо порочащую честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов в президенты. Капитальный ремонт кровли Сухумского вокзала завершен. Затрачено 39 миллионов рублей. Все расходы были выделены из бюджета Абхазской железной дороги. В перспективе планируется восстановление внутренней отделки помещений вокзала и застекление оконных проемов и дверей. Олег Атрапш расскажет подробности. Одна из главных архитектурных достопримечательностей столицы, Сухумский железнодорожный вокзал, потихоньку возвращается к прежнему облику. Здание вокзала, построенное еще в советские годы, во время Отечественной войны народа Абхазии, сильно пострадало. И некогда величественный архитектурный объект превратился в обветшалое, безлюдное место. Фасад, кровля и внутренние помещения вокзала в удручающем состоянии. Но вот уже на протяжении года силами Абхазской железной дороги здесь проводятся ремонтно-восстановительные работы. То есть асфальтирование, брусчатку уложили, вычистили, насколько это возможно, этот камень вокзальный, вот чем он облицован. Были заменены входные двери и поставлены фальш-окна. Вот в этом году мы планируем, то есть заменить эти фальш-окна на настоящие, нормальные, хорошие окна. Что касается внутренних работ, тут, конечно, чуть ситуация посложнее, потому что мы это все согласовываем с нашим Минкультом. То есть мы туда, получается, заходить и делать самовольно что-то не можем. Но там, да, ситуация чуть посложнее, но, конечно, в ближайшей перспективе мы будем тоже заниматься этим вопросом. На первоначальном этапе здание вокзала очистили от растительности, плесени и грибка. Установили фальш-окна в 3D-формате с имитацией старых проемов. Центральную часть здания отмыли, приступили к покраске железных обрамлений. Чуть позже их остеклили. На центральных порталах установили массивные алюминиевые двери. Следующим этапом стала замена кровли. Стоит отметить, что часть кровли вокзала была сильно разрушена, а вторая тоже находилась в удручающем состоянии. 4500 квадратных метров кровли были заменены. Финансирование ремонтных работ по восстановлению вокзала производится за счет средств Абхазской железной дороги. Потрачено 39 миллионов рублей. Из таких особых трудностей это, наверное, змеи, которые постелились на крыше, да. Это вот, то есть, а так мы заменили полностью, то есть убрали полностью старую кровлю, потому что ее восстанавливать было невозможно. Да, была часть вокзала, была обвисшая, то есть вообще без кровли. Кровля была заменена современной кровлей, которую вот мы накрыли такой же кровлей Гудаутский вокзал. Абхазская железная дорога проводит поэтапный ремонт и других железнодорожных вокзалов и станций на территории Абхазии. На сегодняшний день мы закончили Гудаутский вокзал, то есть не говоря о внутренних работах. У нас получается станция Баата, то есть полностью введена в эксплуатацию. Да, Гагра. Еще мы планируем, получается, Гагрский вокзал, это этот год. И станция, это получается павильон Гагра. Там в целом сама станция, там и замена кровли, она в том году у нас упала полностью из-за того, что 30 лет попадает туда вода. Также в этом году, да, мы, получается, отремонтировали фасад здания управления железной дороги с заменой крыши. То есть там тоже было все это в убогом, неприятном виде, как говорится, да, и эти работы были сделаны.
До конца текущего года Абхазская железная дорога планирует отремонтировать внутреннюю часть зала ожидания Сухумского вокзального комплекса. Алика Трапшура Мукамке, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. За 2024 год в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 6 миллиардов 421 миллион рублей при плане 5 миллиардов 722 миллиона рублей, сообщает Министерство по налогам и сборам. Выполнение составило 112%. План перевыполнен по всем районам республики. Наивысшие показатели у Сухумского района, где выполнение составляет 166%. На календаре середина января, однако в Абхазии установилась не совсем зимняя погода, а надежды детей и многих взрослых поиграть в снежки тает с каждым днем. Будет ли этой зимой снег и какая погода ожидается в Абхазии в ближайшие дни, узнавала Шазина Ханагуа. Уже прошла почти половина зимы. Однако в Абхазии климатической зимы все еще нет. Погода на улице напоминает то осеннюю, то весеннюю. Зима в Абхазии, как правило, самая теплая на всем Кавказе. В зимние месяцы в прибрежной полосе республики выпадает очень мало снега, а бывает, что снега вовсе нет. В этом году, безусловно, мы в особенности вот со второй половины текущего месяца и следующего месяца мы ожидаем похолодания. Но что касается именно выпадения снега, да, в приморской зоне мы не ожидаем. Небольшие будут следы снегов, в особенности это только в феврале месяце, с небольшими морозами. Я бы сказала, это больше будет носить характер заморозков. Но в предгорных, особенно в горных районах Абхазии, в этом году мы прогнозируем большой снег. И как мы с вами уже видим, на Рице очень хороший снег уже выпал, достаточно в большом количестве. Но и на будущем, оставшиеся там 1,5 месяца, мы также ожидаем выпадения снега в предгорных горных районах. В настоящее время в прибрежной части Абхазии дневная температура воздуха в среднем составляет от 5 до 10 градусов тепла, ночью от 2 до 7. Температура морской воды колеблется от 10 до 11 градусов. Асида Ахсалба отметила, что в январе в приморской зоне республики морозов не ожидают, но в предгорьях и горах температура может опуститься. В конце месяца ожидается перемещение холодно-воздушных масс. В горных районах морозы не имеют места. В особенности они в пределах сейчас в этом месяце будут до минус 6-7 градусов. А вот в предгорных районах там больше заморозки, порядка минус 2, минус 3. Ну и опускание температуры порядка где-то до 3 градусов. Это в приморской зоне, но это будет плюсовая температура. В конце месяца ожидается перемещение холодной воздушной массы. Возможно, вот уменьшение температуры, понижение в частности, порядка до 2, может быть, градусов. Но опять-таки, вы знаете, циркуляция атмосферных воздушных масс, в частности, да, оно часто не оправдывает себя в силу вот глобальных изменений, которые наблюдаются сегодня в современный период. И поэтому достаточно вот в процентном соотношении 70-80% можно говорить о том, что в феврале у нас будут относительно более холодные дни, чем в предыдущие года. Самая холодная зима в республике наблюдалась в 1911 году. В более современной истории 1992-1993 годы. Асида Ахсалба отметила, что зима в этом году будет холоднее, чем в прошлом году, с разницей в температуре до 3-4 градусов. Что касается весны, начало, конечно, марта будет достаточно прохладным в силу того, что это связано опять-таки с местной циркуляцией вот, воздушных масс и с перемещением с запада холодных воздушных масс. И где-то до середины марта колебания температуры будет происходить в значениях не более 10 градусов.
Январь превращает Абхазию в стихию красоты. Заснеженные вершины гор, блеск Черного моря и вечно зеленая роскошь природных парков. Весь этот калейдоскоп поражает воображение. Прогулки по побережью становятся настоящим искусством, где каждый шаг – это встреча с природой и гармонией. Шазина Ханагу, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 17 января в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренные осадки. Температура воздуха ночью 0,5, днем 4-9 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.